4 университета – Норвегии, Швеции, Финляндии и нашей республики – организовали совместный проект «Лила. Проживание в природной среде». 4 месяца участники исследовали и анализировали пейзажи и повседневную жизнь людей. Делегация из 24 человек прошла летнюю школу «Лила» в селах Нижпогостского района. Наша коллега Алена Югова побывала на выставке этого проекта и пообщалась с ее участниками. Этот проект называется «Лила». Расскажите, пожалуйста, в чем суть этого названия? Надо сказать, что проект задумывался уже очень давно, и грантовая заявка, она прошла 2 года назад. И, соответственно, были выделены деньги от Норвежского совета на реализацию этого проекта на базе 3 университетов. Университет Тромсе, Арктический университет Норвегии, университет Упсала, это Швеция, Лапландский университет Ровaniemi, Финляндия и наш Сыктывкарский университет. Со стороны наших иностранных партнеров основной координатор это был Лапландский университет. Мы же скорее были принимающей и активно участвующей стороной. В чем была суть этого интересного проекта и почему он так называется? «Лила» – это сокращение от английского названия проекта «Living in Landscape». Его можно привести не просто как жизнь в природной среде или жизнь в ландшафте, а скорее даже как проживание в природной среде. Процесс, который начинается не сейчас, а который уже продлевается и который уходит в будущее. А природную среду следует трактовать очень широко. Это не просто деревья и леса или луга вокруг нас с речками, а это скорее все то, что нас окружает, точно так же в исторической перспективе. И поэтому проект был действительно инновационным. В нем соединились не только художники, работы которых вы здесь видите, но также и антропологи, представители естественных наук и гуманитарных. К сожалению, в прошлом году проект не удалось реализовать, потому что не сложились так обстоятельства. И в этом году, наконец, в мае к нам приехали наши гости из 3 университетов. Но надо сказать, что приехали они вполне себе подготовленными. До этого все участники проекта, а участниками мы называем магистрантов и аспирантов, которые принимают в нем участие, они проходили определенный отбор, они писали эссе на определенную тематику. И когда преподаватели прочитывали это эссе, они решали, может этот человек участвовать или нет. Затем, чтобы приехать сюда, они должны были прочитать определенные научные статьи, вполне себе серьезные научные труды. И приехав сюда, у них также был блок лекций наших преподавателей и специалистов в своих областях, и наших иностранных преподавателей, которые приехали с делегациями. А какие-то мастер-классы были на базе, может быть, нашего университета Сыктывкарского? Ну, надо сказать, что такие проекты обычно занимают чуть-чуть больше времени. У нас же были сжатые сроки, и поэтому все мастер-классы мы перенесли уже на исследовательскую поездку, которая состоялась у нас в Нижпогойский район, в деревню Козловка, а также в соседние деревни Отла и Онежья. И после того, как мы вернулись из этой исследовательской поездки, где все люди занимались совершенно разными вещами, антропологи собирали свой информационный материал, но также делали какие-то арт-объекты. Те, кто занимается культурой, они, понятно, делали арт-объекты, но они также участвовали в научных исследованиях. А экологи проводили нам мастер-классы, например, по тому, какой возраст у мхов и лишайников в ближайших барах. Это не такая популярная информация, но она тоже была важна для проекта. И когда мы вернулись, было коллективное решение о том, что нам надо провести предварительную выставку, и 30 мая очень быстро и активно мы все сверстали, и была открыта маленькая предварительная выставка, по результатам которой мы уже поняли, что проект действительно движется в нужном русле. Вот в этом зале мы видим буквально такой синтез науки и искусства. Тяжело ли было вот людям совсем разных профессий найти какой-то общий язык? Надо сказать, что магия места имела свой особый смысл. Деревня Козловка и Ирина и Дмитрий Алексеевы, которые нас принимали, они смогли создать такую атмосферу, когда, например, вполне себе академические ученые, экологи занимались искусством. Или по-другому, художники были привлечены к вполне себе академическим исследованиям, например, по антропологии. И цель проекта была не просто поездка. Как вы видите здесь, результаты в основном действительно впечатление от поездки. Цель была гораздо больше и шире. Цель была найти или сформировать, или попытаться создать работающую модель, объединяющую различные ветви науки. Вот этот срыв границ
потому что точные науки, например, или естественные науки, они очень критичны к методам исследований, в то время как искусство, оно более гибкое и скорее более изменяемое. И поэтому понять, насколько это возможно, это была задача этого проекта. И большинство согласилось, что получилось. Вот последний такой завершающий вопрос. Насколько я знаю, здесь представлены не все работы. Где же вот находится вторая половина? Итоговая выставка по проекту планировалась в Национальной библиотеке Республики Коми, потому что в том числе задача проекта была рассказать о том, что было, как можно большему количеству людей, в том числе и местному населению, которое здесь живет. Но поскольку, во-первых, экспонатов было очень много, во-вторых, можно видеть, что у нас здесь в основном визуальные и арт-объекты, было решено, что удобней и комфортней для всех посетителей выставки, когда сама выставка делится на две части. Художественная часть в выставочном зале нашего университета, научно-популярная часть в Национальной библиотеке Республики Коми. Эти выставки не разделены, их следует смотреть вместе. Неважно, какой порядок, целостное впечатление будет только от просмотра целой композиции, то есть всех экспонатов. Нельзя сказать, что в Национальной библиотеке нет каких-то художественных работ, но те, кто туда придут, они увидят, например, очень интересные экспонаты, созданные, например, художниками-экологами совместно. Поэтому самый правильный вариант – посетить обе выставки. Этот корпус Сыктывкарского государственного университета выглядит как настоящее произведение искусства. Это и неудивительно, ведь свою душу в этот интерьер вложили представители аж 4 локаций – Коми, Швеция, Норвегия и Финляндия. Объединяет этих людей не только принадлежность к арктическому региону и огромная любовь к искусству, но и то, что они хотят показать, насколько красивым может быть наш родной край. Эта выставка собрала вдохновение людей из разных точек мира. Итог получился, прямо скажем, ошеломляющим. Наука и искусство – две, как кажется, абсолютно разные вещи. Но нам доказали, такой своеобразный синтез может дать прекрасный результат. Во-первых, это проект, который объединил, так сказать, преподавателей и студентов, магистрантов из разных областей. И поэтому здесь случились такие несколько открытий для всех одновременно. И кроме того, конечно, работа с коллегами, которые трудятся в разных университетах скандинавских, это большой опыт для нас, просто огромный опыт. Я думаю, что это обоюдный такой опыт. И построение сбора информации, переработки информации, построение экспозиционных вот этих площадей. Поэтому, ну и, конечно же, общение. Потому что так получилось, мы уже вчера говорили, что как будто бы нас специально подобрали. У нас не было конфликтов, у нас не было каких-то таких разногласий. И мы работали очень дружной командой, сплоченной, как вчера тоже сказали, как будто фильм снимали и подобрали точечно всех актеров. У иностранцев, к слову, Коми-деревня вызвала целый ряд ассоциаций, который вдохновил их на создание чего-то исконно народного. Когда мы первый раз посетили эти места, то мы обратили внимание на синий и голубой цвет, который доминировал в ландшафте, ну, конечно, в домах и в других разных предметах. Когда она начала изучать узоры Коми, то она заметила какой-то, то есть что узор он повторяется и похож на ромб. И, то есть она, когда поняла саму технику, то ей было уже проще. В этом зале мы сразу обратили внимание на большой письменный стол, который буквально был усыпан письмами. Оказалось, перед нами была самая настоящая переписка, в которой участвовали 3 девушки из разных уголков планеты. Эти письма прошли огромный путь, прежде чем увидеть адресата. Чтобы каждый мог прочесть письмо, взять в руки, ощутить его. И, возможно, какое-то письмо достать из конверта, раскрыть, прочитать. И некоторые из писем заключают в себе какие-то эскизы или вышивку. Вот.
И, конечно же, это может вдохновить кого-то на переписку, потому что мы также хотели вспомнить этот забытый способ общения. Со стороны может показаться, что это полотно не несет абсолютно никакой смысловой нагрузки, но это будет ошибкой. Каждый кружочек на этом полотне означает часть семьи – маму, бабушку, сестру, племянников. Художница Ирина Алексеева хотела показать то, что жизнь циклична, а все представленные ткани на этом полотне – это фрагменты одежды матери и бабушки художника. Перед вами люди, которые несколько месяцев трудились над выставкой, несмотря на километры и языковые барьеры. И вот результат. В голову приходит одна единственная мысль. У настоящего искусства высокая миссия – объединить даже тех людей, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. Так что я рада и счастлива, что я была участником этого проекта.